якутяне. Вот уже 5-й год комсомольцы и добровольцы Якутии проводят всероссийскую акцию «Дорогую добра» в рамках Всероссийского детского и молодежного проекта автономной некоммерческой организации «Лидерские проекты» «Земля талантов». Уже 300 многодетных и малоимущих семей в Республике Саха-Якутия получили гуманитарную помощь. Каждая семья, ребенок не просто получает гуманитарную помощь. Мы проводим для детей большую историческую культурно-развивающую экскурсию по нашим музеям. Сегодня нас встречает Национальный художественный музей Республики Саха. Монументальное советское здание, знаменитые работы со всей страны, большие выставки. Мне уже интересно. Давайте посмотрим, как оно. Здравствуйте, вы уже здесь? Привет, вы самые первые. К нам пришли дети из семей, где отцы доблестно сегодня защищают наши братские народы на Украине. Дети из многодетных семей. Есть даже настоящие пионеры. Вот сейчас вы можете их увидеть. Уникальное произведение искусства. Лично меня всегда удивляет то магическое воздействие, которое оказывает полотна, некий гипноз, ощущение прикосновения к вечности и погружения в прошлое. Вперед в мир волшебства, землей талантов! Итак, прежде чем приступить к экскурсии, я хочу, чтобы вы обратили на такой жанр, который называется портрет. Портрет начал развиваться лишь в 18 веке, а до этого в русском искусстве у нас господствовал такой переходный жанр, который назывался парсуны. Парсуны чем отличается от портрета? Давайте быстренько отличим, да? Смотрим на парсуны. Перед вами портрет императрицы Елизаветы Петровны, младшей дочери кого? Петра I, любимейшей дочери, да? Которая что? Обожала роскошь и которая никогда не надевала одно и то же платье и фасты. И после нее осталось более 15 тысяч роскошных нарядов. При ней построили Зимний дворец. Да, ребята, Московский государственный университет. Ребята, парсуна, главная отличительная черта от портрета, это то, что в них невозможно увидеть личность. Мы одна большая дружная семья под названием «Земля талантов». А семья – это самое ценное, что есть в жизни каждого человека. Это близкие и любимые люди, которые всегда поймут, поддержат в трудную минуту, потому что мы спешим приходить в этот мир именно в семье, где все родные, где мы учимся жизни. Кто знает, что написал Сергей Владимирович Михалков? Автором чего? Старшее поколение? Дядя Великан, конечно же. Еще. Ребята, Сергей Владимирович Михалков является соавтором советского гимна и автором российского гимна. И Федор Петрович Кончаловский является, как называется? Петр Петрович Кончаловский, Сергей Владимирович Михалков является зятем. И он написал портрет своего зятя, который являлся в военные годы военным журналистом, и с ним сын Андрей Кончаловский. У Сергея Владимировича Михалкова два сына. Никита Михалков и Стиля. Обращаем внимание на работу Игоря Абросова, которая называется «Голубые горки». Опять же, герой произведения является кто? Человек труда. Сразу по подспорной трапезе мы сразу понимаем, что люди далеко не на пикнике. Подгорелая кожа. И у меня такой вопрос, ребята. Почему работа называется «Голубые горки»? Как вы думаете? Да? Голубые горки. Ну, приблизительно, да? Перед вами это люди, которые сейчас собирают лед. А лед, когда цветет, он имеет такой голубой цвет. Мы видим голубую долину и людей тружеников, да, загорела кожа, такая разница.
Друзья, минуточку внимания, потише. Сейчас расскажу вам о мероприятии, почему мы его проводим, кто его проводит. И еще об одном мероприятии, в котором можно поучаствовать у нас также. Мероприятие мы комсомольцы, а вы могли видеть, вот Максим, Сергей у нас, Валерия, Алексей, комсомолец у нас, Нина Валерьевна вот снимает у нас тоже комсомолка. Тут среди нас даже есть пионеры с некоторых школ. Вот, это мероприятие проводят комсомольцы и добровольцы нашей Якутии. Уже именно «Дорогу добра» 5-й год. Мероприятие проводится в рамках Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», который проходит также у нас в Якутии уже 7 лет. В нем можно поучаствовать всем без исключения детям от 7 до 17 лет. В каждом пакетике у вас, который мы вручим, с названием «Земля талантов», будет лежать вот такое вот объявление небольшое. Прошу вас внимательно всех ознакомиться, почитать и поучаствовать еще в одном нашем мероприятии. Вам это мероприятие понравилось? Очень хорошо. Нам тоже всегда интересно сходить в музей. Мы всегда проводим не просто мероприятия, не просто вручаем гуманитарную помощь детям. Мы стараемся пригласить детей всегда в наши музеи Республики Саха-Якутия. Нас принимал музей Ярославского, музей «Моя история России». В этот раз нас принимает Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия, который также и стал нашим соорганизатором нашего мероприятия. Оно называется «Дорогу добра». Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия с большой радостью и честью присоединяется к замечательной акции «Дорогу добра». И сегодня мы провели экскурсию по постоянным экспозициям в нашем музее, где представлены произведения великих мастодонтов изобразительного искусства, русского искусства, отечественного искусства, искусства Якутии. Тем самым приобщили детей к чему? К культуре, которая лежит в основе всего. И ведь самая наша главная задача – это взращивание молодого, достойного поколения. Иди автоборожный округ Колоработ, мен бұл оғылығын кітірі национальный художественный музей кәлемет экскурсия көрсібіт, ғантелігінейбіт. Онна бұл «Земля талантов» пен конкурска, әме күптібіт келген мағыналарды улахан мақталдың кердебіт. Онна тебентіне тұғынан автодорожный округтар улахан мақталдың кердебіт. Иди улахан оңуаттар, командирлер, өтешкалылар, особенно Сардана Алексеевнаға улахан мақтал. Спасибо. Спасибо организаторам мероприятия и Национальному художественному музею. «Земля талантов» – лучший проект в Якутии. Лидерские проекты самые лучшие на земле. Мы идем на